дээрээс нь Монголын газар нутгийн багтаасаад за өргөнөөрөө бараг 80 км одоо уртаараа 80 км өргөнөөрөө 20 км юм өргөн фронтод байлцсан. Тэгээ газар нутгийн хүнд хэцүү байдлууд бол бас энд бас нөлөөлсөн. Тэгээд энэ халах голын байлдааны одоо байлдааны ялалт тэгээд түүний одоо орчин цагийн залуучуудад бол ийм за халах голын яллын за 85 жилийн ойн хүрээнд за Москва хотоос за машинаар ингээд аялах юм гайхалтай аяллыг бол эхлүүлсэн байна. За өнөөдрөөр бол яг аялал маань хийсэн байна. Яг өнөөдөр бол Москва хотын за Ранним утром 12 августа мы отправились в самый долгий переезд между городами по нашему маршруту от города Набережные Челны, Республики Татарстан, до столицы Свердловской области, Екатеринбурга. 709 километров по непростым дорогам и в дождливую погоду дались нам не очень просто. Многие сильно вымотались, но к вечеру все-таки добрались до замечательного отеля «Онегин». Перед тем, как рассказать о родине первого президента России Бориса Николаевича, я хочу представить состав делегации. Участие в автопробеге принимают журналисты ведущих СМИ Монголии, среди которых главный государственный телеканал Монголии МНБ, городской телеканал Улан-Батора UBS, Эрхэт Монгол Групп, крупнейший коммерческий медиахолдинг. Со стороны Республики Бурятия участие принимает первый бурятский телеканал Бурят ТВ. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Это журналист издания Зинда и телеканала ТВ8 Алдох Чансумдулам. Да. Также с нами в поездке корреспондент телеканала UBS Гамбатыр Гамбаяр. Журналистка телеканала ТВ8 Рехембат Энерл. Оператор UBS Энхтайван Эдерболт. С нами российский журналист, оператор телеканала Бурят ТВ Цыбенов Владислав. всем привет. Моя близкая подруга, журналистка телеканала МНБ Дичиндорч Нарантуя. Здравствуйте, я журналист Монгольского национального общественного телевидения Нарантуя. Очень приятно с вами познакомиться. Еще один участник автопробега Сырынбалтав Минджин, историк и исследователь. Минде. С нами фотограф Монгольской ассоциации фотографов Бальжинян Болор Эрдене. Ваш покорный слуга Виталий Роднай. Екатеринбург – современный город-миллионник с ярким характером. По площади может вместить 4 Парижа. Екатеринбург – это столица Урала. Это родина чайфов, смысловых галлюцинаций, чечерины и многих других талантливых музыкантов. Город известен большинству россиян как место, где родился и начинал карьеру первый президент России Борис Николаевич Ельцин, и где закончил свой жизненный путь последний российский император Николай II. Здесь мы познакомились с историей города, посетили храм на Крови, место, где расстреляли семью императора. Также нам удалось познакомиться с производством на заводе Уралхиммаш, один из главных производителей оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. После этого был выезд на границу Европа-Азия. Граница между частями света Европой и Азией. На этом столицу самосветов и замечательных уральских гор мы покидаем и отправляемся в Сибирь. В Новосибирск и Красноярск. Кто же из них является центром Сибири, расскажу в следующем дневнике.